Всем привет, здравствуйте, меня зовут Сарглана Кондакова, я активистка фонда «Свободная Якутия». Сегодня в нашем эфире принимают участие две прекрасные гости. Сесек Жикжитова, иллюстраторка, фрилансер, и Данхая Хавалык из Республики Тыва, авторка проекта «Говорит Республика», уже известный, да, в наших республиках. Спасибо большое, что согласились на участие в эфире. Немножко расскажите о себе и о ваших проектах. Данхая. Всем привет, меня зовут Данхая, да, я авторка подкаста «Говорит Республика». Это подкаст про 6 азиатских национальных республик России: Бурятию, Калмыкию, Тыву, Республику Саха, Хакасию и Алтай. Как раз-таки на ближайшее время, на следующей неделе или, может быть, через одну, уже выйдет эпизод про Республику Саха. Вот, я надеюсь, что как раз такая маленькая реклама. Вот. Помимо этого, я деколониальная активистка и писательница. Я пишу тексты художественные, автофикшн, тексты в независимые российские СМИ про Республику Тыва, про деколонизацию, про колонизацию и так далее. Вот. Спасибо. Сесек. Здравствуйте, меня зовут Сесек, я из Бурятии. Я до прошлого года работала архитектором, и сейчас я стала иллюстраторкой, фрилансером. Вот. На данный момент я вместе с Данхаей, то есть я делаю визуальную часть подкаста «Говорит Республика». Вот. И есть еще один проект, который мы делаем вместе с Ринчиной Ажеевой. Это тоже иллюстраторка, дизайнерка из Бурятии. Мы делаем иллюстраторский проект «Коренные иллюстраторы». И еще у меня есть свои там какие-то персональные проекты. Один из них – это графическая новелла. И второй проект, который вот я только что начала делать, это, я не знаю, Данхая, можем ли мы об этом говорить в прямом эфире, но это тоже такой анонс. Хотим сделать книгу по мотивам подкаста, то есть всю информацию, которую вот Данхая там собирает, мы хотим это визуализировать и сделать из этого проект книги. Вот. Данхая еще не видела. Я делаю сейчас презентацию. Мы делаем презентацию сейчас для кинофестиваля в Висбадене, куда нас пригласили с Ринчиной. И, в общем, мы там будем рассказывать про наш иллюстраторский проект. Вот. Спасибо большое. Мы расскажем обязательно о вашем проекте тоже. 2023 год мы объявили годом деколонизации России. Вот что для вас этот термин деколонизация, о нем сейчас так много стали говорить. Данхая, как бы ты для себя определила это слово? Деколонизация вообще означает, если мы немножко обратимся к терминологии, да, это прекращение иерархических отношений метрополия-регион, то есть колонизатор-колония. Вот я, например, лично считаю, что Республика Тыва, моя родина, находится фактически в колониальной позиции к центру России, к Москве. Вот, и для меня деколонизация, если вот прям супер простыми словами, это фактически улучшение положения людей в республике, в моей республике, то есть улучшение качества жизни. Вот, это если прям совсем результативно говорить. Но вообще также для меня деколонизация – это про возвращение чувства собственного достоинства, потому что, живя в России, мне кажется, у многих из нас есть какие-то сложности с тем, чтобы нормально относиться к тому, к своей внешности, к своей культуре, к своему языку. Я, например, супер русифицированная, я
говорю на тувинском гораздо хуже, чем я говорю на русском. То есть я говорю на тувинском, но я его не изучала в школах. В школе, ну, короче, я только говорю на нем с семьей, вот, и сейчас уже начинаю его учить по учебнику, переписываться в мессенджерах на тувинском языке. Вот, так что для меня, наверное, деколонизация – это в первую очередь такой внутренний процесс про то, чтобы возвращаться к корням, узнавать историю своего национального региона, больше работать с тем, чтобы, может быть, ну да, возвращаться к корням, получается, и как-то способствовать тому, чтобы люди в моем регионе начинали понемножку жить лучше. Вот. Да, как-то так. Спасибо большое. А СССР? Ну, для меня деколонизация – это выравнивание дисбаланса, который произошел последние 500 лет во время колонизации. Сейчас мы тянем в другую сторону, как бы, чтобы весы справедливости уравновесились, да, чтобы… Ну да, в общем, деколонизация для меня – это восстановление дисбаланса, восстановление баланса, потому что произошел очень большой перекос в сторону в сторону колонизаторов. То есть этот дисбаланс, он виден во всех сферах: в образовании, в культуре, в медийном пространстве, в политике и, конечно, финансовое. Это самый большой показатель, именно вот как наши республики используют как ресурс, только как ресурс. Вообще, можем ли мы говорить о том, что деколонизация – это процесс, который должен происходить внутри каждого человека, связанный с его мышлением? Я полностью с тобой согласна. Мне кажется, что деколонизация в первую очередь должна начинаться с головы, потому что так сложилось, что та культура, в которой мы вырастаем в России, она как бы такая русскоцентричная во всех смыслах. Это и массовая культура, да, то есть, не знаю, там по телевизору фильмы, именно те, которые на российских каналах идут, передачи, что еще, концерты, ну да, вот все, весь этот контент, производящийся на ТВ, он действительно такой русскоцентричный, и начнем с того, что он супер белый. То есть уж сколько в России живет нерусских народов, на самом деле сколько по статистике это не меньше 20%. То есть это на самом деле каждый пятый человек в России не русский, но тем не менее там в той же массовой культуре все, что мы видим, оно такое как бы славянско-русское. Вот далее это литература, да, нас с детства пичкают вот этой вот великой русской литературой, Пушкин, Толстой, Достоевский, это вообще становится каким-то культом, вот эта вот великая русская литература. Далее мы фанатично изучаем историю России, не уделяя должного внимания, достаточного внимания истории нашего региона, наших республик, да, то есть мы начинаем с московских княжеств, с Руси, там, Рюриковича, господи, сколько вообще лет у меня в голове, насколько сильно у меня в голове это все осталось после всех этих школьных уроков, реально как нас это долбили, но между тем даже близко в нас вот так вот не вдалбливали историю своей республики. Почему, то есть, вообще, что это за край, как так получилось, что мы присоединились? Более того, история очень ангажирована у нас преподается, то есть это супер такой пропагандистский инструмент, абсолютно нереальная история каждого региона преподается, то есть через призму того, что мы там все добровольно присоединились, все там встречались с хлебом и солью, значит, Ермака, когда он покорял Сибирь, все там благодарили от всей души русских за то, что они принесли нам цивилизацию. Нет, вообще это было не так. Ни слова про восстание, да, во всех этих школьных учебниках, ни слова про катастрофические последствия насильственной коллективизации, ни слова про там расстрелы и страшные репрессии, в общем, про весь этот ужас. И поэтому, к чему я это веду, неудивительно, что мы в конце концов вырастаем с детства, да, в какую-то там уже во взрослом
возрасте с некоторым отношением, что вот Москва – это, ну, реально центр. Типа, что говорить по-русски хорошо без акцента – это правильно, это классно, это здорово. То есть у нас появляются вот такие вот установки, с которыми мы просто растем, к сожалению. И ничего с этим не сделать. Появляются, вот я должна признаться, что у меня, например, был такой внутренний шовинизм, что я, ну, действительно, мне казалось, что чем чище я говорю на русском языке, тем я как-то, не знаю, тем мне, короче, лучше. Вот, я там не ходила на землячество в Москве, когда училась на азиатские землячества, потому что мне казалось, ну зачем? Ну зачем вот эта вот диаспоральность? Короче, у меня было очень много вот этих вот таких вот установок в голове, ну реально шовинистических, потому что, мне кажется, это тоже такая позиция, что мы начинаем занимать сторону сильного, а русскость в этом плане – это однозначно сторона сильного. И это такой немножко как бы защитный механизм внутренний, что ну, легче вот занять вот эту позицию, которая транслируется всюду, потому что это безопасно. Но на самом деле очень важно эту позицию постоянно подвергать сомнению, вот, и это сложно, потому что, ну, откуда ты начнешь, как ты начнешь ее подвергать сомнению, когда ты вырастаешь вот в этой вот среде, про которую я говорила, да, русскоцентрированной, там, про русскость и вот это вот все. Вот, так что поэтому деколонизация должна однозначно начинаться с головы. И вот мне кажется, что здорово, когда она начинается, например, с интереса к национальной истории, когда мы начинаем внезапно открывать для себя вот эти вот белые пятна, да, про то, что не было никакого вот такого там встречи с хлебом и солью, не было там, что было сопротивление очень сильное, что никто не хотел вообще-то присоединяться к Российской империи, да, к Советскому Союзу, что все хотели жить свою жизнь со своими традициями, своими культурами. Это абсолютно естественное, нормальное человеческое желание. Вот. И потом начинаешь понимать, что свой родной язык коренной, да, это язык, на котором который, ну, скажем так, ничем не хуже русского языка, и говорить с акцентом на русском – это абсолютно нормально, потому что это говорит о том, что вы уже знаете какой-то другой один язык. Вот. И это, наоборот, говорит не знаю, там, о том, что вы полиглот, что вы знаете несколько языков. Ну, в общем, да, деколонизация явно должна начинаться с головы, из сердца тоже, с желания желание сделать так, чтобы ваш народ жил лучше, а это будет происходить, а этого не будет при продолжении такой вот русскоцентрированности во всех смыслах. Спасибо Простите, большое. что это было. Нет, ничего страшного, все хорошо. Сисек, что-то можешь добавить? Я полностью согласна с Данхаей, конечно, про русскоцентричность и про московскоцентричность тоже. Вот это безумная вертикаль власти, вертикаль там финансов, да, как все это концентрируется в одном городе. И в Москве была создана какая-то такая отдельная, как будто даже государство в государстве. И московская интеллигенция тоже считает себя там, ну, европейцами, там мы принадлежим, ну, то есть они постоянно говорят о принадлежности к европейской цивилизации, и как бы забывая о том, что происходит за пределами Московского кольца. То есть это совершенно разные миры, как будто бы, да, вот есть там окраины, есть метрополия. Вот. В принципе, вот эта метрополия и разница между центром, культурным, финансовым центром и регионами, она есть везде. Она есть во всех странах, но в России это приобрело какой-то совершенно гигантский космический уровень, когда один город, столица огромного государства, просто живет за счет нищеты других людей и просто забывает об этом, и при этом считает себя там, ну, как бы они считают, что они по праву обладают этими привилегиями. Поэтому вот, да, деколонизация это для меня тоже, она и в политическом, и в культурном смысле освобождение от этой зависимости. Согласны ли вы с тем, что мы национальные меньшинства внутри России, это народы без своей страны?
Я правда сказала. Да, кстати, мне кажется, вот именно коренные люди, даже если у нас есть там свои республики, мы живем там в Бурятии, в Тыве, Саха, все равно у тебя ощущение, что ты должен быть благодарен колонистам, что, ну, как бы вся вот эта теория колонизации, она ведет к тому, что ты субальтер, ты, ну, малые народы, да, вот и все вот эти термины, говорящие о том, что ты находишься в подчиненном положении, и ты как будто бы всем обязан государству. И даже сейчас, когда мы подняли вот эту тему, в принципе, я вижу реакцию там и от российской позиции, она, конечно, недостаточно удовлетворительная, но она все равно есть эта реакция. А также есть и реакция от Кремля, когда они сейчас, ну, там вышел царский указ о том, что о том, что нужно поддерживать национальные языки, там, национальную культуру и так далее. И все это делается в России, ну, очень формально. То есть приглашаются там какие-нибудь артисты, танцоры в Кремлевский дворец, и создается видимость дружбы народов и видимость поддержки культуры. А такого глубинного, настоящего, настоящей политики, поддержки именно вот чувства собственного достоинства, чувства культуры, принадлежности к своей культуре и нормализации этого не происходит. Данхая, можешь добавить что-то? Я начну с такой немножко личной истории. В Тыве до какого-то возраста, когда я жила, у меня было ощущение, как будто я живу в отдельной стране. И потому что Тува – это мононациональный регион, ну, то есть там 85% населения – это тувинцы, почти все из которых говорят на тувинском языке, то есть там ты заходишь в магазин, ты обращаешься на тувинском языке и все в этом духе. Вот. Так случилось из-за того, что мы относительно других довольно поздно были присоединены, только в 1944 году, поэтому вот сохранился вот этот язык и культура и все остальное. У нас нет железной дороги, то есть мы находимся в горах, ну, буквально 80% территории – это горы. И когда кто-то говорит про остальную Россию, используется выражение «за Саянами», потому что там Саянский хребет, Саянские горы. Вот. И у меня, да и многих, мне кажется, тоже в Туве было такое ощущение, что как будто Тува – это немножко другое государство. Из-за того, что там все говорят на тувинском, из-за того, что она такая закрытая, нет железной дороги, сообщения там с остальной Россией, она находится за Саянами и так далее. Это иронично, когда сейчас я осознаю, насколько сильно, с одной стороны, Тыва изолирована, там, вот в том же экономическом смысле, да, то есть до недавнего времени все грузоперевозки, то есть это, ну, элементарно, да, еда, продукты и так далее, все, на чем живет регион, поставлялось дальнобойщиками через вот эти вот горную дорогу. То есть, ну, представьте себе реально, насколько это изолированный регион. Вот. И моя вот мысль заключалась в том, что это такой нищий регион, к сожалению. Это самый бедный регион в стране. Не первый год, мы находимся в самом конце рейтинга. И сейчас, когда я думаю про Тыву, я реально представляю себе такой, знаете, какой-то суперизолированный регион, где люди говорят не на русском языке преимущественно, где живет преимущественно, можно сказать, совсем другой народ. И стране на этот регион глубоко наплевать, что там нет железной дороги, что этот регион не газифицирован фактически, что там все живут на угле, что там все топят там даже не на угле, знаете, а на... В общем, неважно, что там сумасшедший смог, что это очень сильно вредит экологии, что там аэропорт начал работать там буквально несколько лет назад. Реально настолько как бы игнорируемый властями регион, из-за которого этот регион остается таким бедным. И когда я на это смотрю, я вообще, ну вот смотрю как бы метафорически, да, и я понимаю, насколько это нездоровые отношения
между, не знаю, Москвой и Тувой, скажем так, между российским правительством и Тувой, насколько это вообще реально максимально невыгодные отношения, например, для Тувы, почему мы настолько в таком зависимом положении находимся от России. Это же все равно проект, например, той же железной дороги, он должен финансироваться правительством, вот, но очевидно, это не приоритет, мягко говоря. Вот. И в таком контексте поневоле начинаешь думать о том, что мы живем на своей земле, и эта земля, ресурсы этой земли используются российским правительством, но никакой выгоды от этого мы не получаем. То есть получается, что как бы нас используют, а взамен мы не получаем ничего. И волей-неволей начинаешь воспринимать эту ситуацию именно на каком-то эмоциональном уровне, как ситуацию, когда ты живешь на своей земле, которая тебе как будто бы не принадлежит, вот как народ без страны. Да, я очень тебя понимаю. И наша ситуация в Республике Саха, она похожа. У нас не республика, но половина населения республики говорит, это Саха. 30 тысяч человек – это коренные малочисленные народы Севера. Но из-за отдаленности, действительно, из-за того, что нет железной дороги до центра республики, мы всегда воспринимали Россию как отдельную страну. Мы говорили «в России». Вот у нас в республике и в России. То есть как бы такое было понимание, что мы отдельная страна. Потом наш опыт 19 лет, да, жизни как бы в условной независимости от центра, конечно, очень сильно поднял нашу самоидентичность, суверенитет. У нас была своя конституция, есть. И вот это и это показало, что свобода и вот суверенитет, который обладает, независимость, которой обладает республики, очень быстро меняет людей внутри республики. Если мы говорим о реальной федерации, ну, которой она должна быть, конечно, положение вещей меняется очень быстро, если давать республикам какую-то свободу. Но сейчас, конечно, ситуация совершенно обратная, плачевная. Действительно, Республика Саха является вот сырьевой колонией в данное время, да. То есть полностью все уходит в Москву, люди очень живут бедно, тоже нет газификации во многих улусах. Поэтому, несмотря на то, что жители республики, они считают себя, ну, как бы, что у нас есть своя земля, тем не менее, она им, естественно, не принадлежит. Поэтому отсюда у меня такой вопрос. Федерализация или отдельное государство суверенное? Как вот вы на это смотрите, Сесек? Что ты думаешь по этому поводу? Я бы еще хотела добавить про республики, что про республики как ресурсы. Если до этого наши республики использовались как ресурсный придаток, то с начала войны это еще и человеческий ресурс. Это самое дорогое, что есть у человека, его жизнь. То есть вот эта российская политика экспансии и завоевания других земель, она требует сейчас от наших республик еще и человеческий ресурс. То есть это самое вообще ужасное, что может произойти. Если мы потеряем еще и человеческий ресурс наших с вами, то есть если мы еще потеряем генофонд и наших людей, нас как бы и так уже мало, вот, и эта война еще и подкашивает как бы в этом смысле. Вот. А насчет федерации, я считаю, что сохранение федерации в таком виде, в каком она сейчас есть, с Москвой как столицей Российской Федерации, это еще один заход по тому же кругу, по которому мы уже все ходим столетиями. И каждый раз, когда в России появляется возможность для демократизации и свободы, каждый раз этот шанс упускается. Почему? Потому что вот вся система
вот этой централизации и в столице в Москве, она сама по себе порочна. И поэтому вот эту систему нужно не надеяться на добрых лидеров, там, на российской оппозиции, которые говорят нам, что в этот раз все будет по-другому. То есть не нужно надеяться на людей, нужно менять систему. Нужно менять систему таким образом, чтобы возможность диктатуры и возможность вот этой зависимости, она полностью просто отсутствовала, чтобы не было вообще даже в системе, чтобы это было искоренено. Вот, поэтому я против федерализации, против настоящей федерализации, потому что сколько раз мы имели возможность убедиться в том, что это не работает. В следующий раз, через 30 лет, если останется все как есть, и через 30 лет мы снова вернемся к тому же пункту, и только нас, коренных людей, уже не будет просто. Поэтому нужно остановить эту политику. Вот. Согласна, и западные страны, они должны сейчас понимать, что если этого не случится, то все это вернется, и снова Россия будет угрожать миру и своим соседям. Да. И это не Да. прекратится. Просто этот порочный круг, он никогда не закончится, потому что не зря мы являемся как раз ресурсами колониями, и все то, о чем мы сейчас говорим, это все признаки вот этой самой колонизации. То есть это не просто Да. захват земли, это не просто вот эта карта, которая... Вот эти старинные карты, где написано «захваченная земля», да, вот прям так Да, русским да, да. языком написано, то сейчас Мгм. происходит эта колонизация, она уже в другом виде идет, получается. И то, что мы с вами сейчас говорим на чистом русском, это тоже признак колонизации, понимаете? Не Да, владея да, да. языками, так ведь? И то, что в И наших... нужно еще сказать, что деколонизация, она не имеет в виду только коренных людей. Русские люди, которые живут в наших республиках, они также страдают от нищеты, от социальной несправедливости и так далее. То есть здесь нужно сказать, что национальные движения, национальные активисты, этнические активисты, 99% из них не являются радикальными националистами. То есть здесь речь идет о политической нации, и вообще это не против русских. Это не против русского языка, это не за отмену русского языка, это не за то, чтобы в Бурятии, например, жили только буряты. Вообще не про это. Мне кажется, это очень важно проговаривать, что деколонизация, она касается всех. Всех, да, всех жителей России и Российской Федерации, да? Данхая, что-то можешь добавить? Я точно понимаю, что в текущем виде, в котором сейчас вот, да, существует Российская Федерация, если там что-то произойдет, и Путин перестанет быть у власти, и кто-то придет другой, там, не знаю, российская оппозиция, и все, или кто-нибудь еще, то жизнь наших народов, она лучше не станет 100%. Скорее всего, даже хуже, потому что придется выплачивать репарации, это факт. И репарации эти будут выплачиваться ресурсами наших регионов, потому что мы действительно ресурсные колонии, вот, и жить станет только хуже. Более того, как Сесек уже сказала, действительно, война подкосила, скажем так, этот социальный ресурс, и мало того, что нас очень мало, тувинцев, например, 250 тысяч человек, это очень мало. И все, кто погиб в этой войне в Украине, это семьи, которые остались с огромной травмой, это дети, которые остались с этой травмой. А все, кто вернулся, это люди, которым очень нужна помощь, потому что это гигантская тоже травма, это ПТСР, да, посттравматическое расстройство. Вот. И жизнь станет только хуже. И чтобы это изменить, сам этот факт, я вот согласна с ИСЭК, что нужно какое-то радикальное изменение конкретной системы политической, то есть вот децентрализация власти, децентрализация экономики, как минимум. То есть если, я скажу честно, мне вот сложно говорить, наверное, про сепаратизм, потому что я, возможно, не так хорошо разбираюсь,
Но что я точно понимаю, это что, вот, что да, в текущем виде эта федерация, короче, жизнь лучше не станет, и это возможно будет только если у республик будет своя автономия в любом виде, в котором ее потребует народ. Автономия распоряжаться своими ресурсами, с своей культурной политикой там, и так далее. А каким образом это будет происходить, это уже, ну да, не знаю, наверное, референдумы, люди решат, как им комфортно. Вот. Можно я еще скажу про ресурсность? Мне кажется, это понимают не только вот коренные люди, а сами москвичи, там вот всем известная Зубаревич, она еще до войны, постоянно у нее были эфиры про регионализм, потому что она региональная экономистка, и она приводила там разные цифры, она говорила, что 25% доходов от всей страны остаются в Москве, и что про зависимость регионов и про эту преступную, на самом деле, систему выкачивания ресурсов. Она об этом, обо всем говорила, в этом есть в открытом доступе на YouTube, там все ее лекции с цифрами и статистиками. Но сейчас, во время войны, просто и московские оппозиционеры, которые вроде бы за децентрализацию, они все молчат, никто не говорит про эти цифры, никто не говорит открыто всю эту аналитику, хотя они обладают на самом деле всей этой информацией. Они не говорят, потому что они боятся развала страны. Когда они говорят о развале страны, они имеют в виду на самом деле развал империи. Вот. И мне кажется, здесь нужен откровенный и вообще максимально открытый разговор и максимально открытая информация про экономику. Потому что экономика колонизации – это самый главный принцип, вот, на чем держится вся экономика Москвы и на самом деле вся эта война в Украине. Она на чьи деньги, на какие деньги все это строится, на какие деньги вся эта военная техника и военная там экономика, на чем это держится, тоже держится на экономике наших регионов. Поэтому если у нас будет если у республик будет политическая воля своя, и вообще нужно сказать еще, что те люди, которые говорят за отделение и свою политическую волю в республиках, ну, когда мы об этом говорим, мы не говорим о тотальной изоляции, мы не говорим вот как Путин, давайте мы сами там импортозамещение, мы все будем сами делать. Конечно, это совершенно утопично, но есть как бы разница между собственной политической волей и решениями по экономическим вопросам и тотальной зависимости от Москвы. То есть все равно можно создать, возможно, все, можно создать такое сообщество или такой союз этих республик, которые будут взаимовыгодны, чтобы налоги оставались в республиках. Пусть эти технологии там будут из Москвы, но налоги должны оставаться в республиках, а не так, как это делается сейчас. Да. Ну, ресурсность – это прям какое-то, да, ресурсное проклятие, да, что называется. То есть пока страна будет сидеть на этой ресурсной игле, войны не прекратятся. То есть фактически в Российской Федерации ничего не производим, ничего не создаем, не созидаем, мы только берем. Причем мы берем это в каких-то огромных количествах у природы, да, экология при этом страдает. Это невозможно все время копать эту землю, да, искать вот это все. То есть нужно думать уже каких-то... То есть ни одна страна, развитая в мире, уже не смотрит на ресурс, как на вот такой какой-то объект, за счет которого можно вот так жить вольготно там всю свою жизнь. Нужно думать уже немножко другое, мышление тоже должно уже меняться в этом плане. А пока правительство наше сидит и раскапывает, ковыряет эту землю, да, извините, в конечном итоге она приходит вот к таким вот последствиям, что война в Украине. И русская оппозиция, она должна тоже это понимать. Потому что просто говорить о том, что какой плохой Путин, вот такой злодей, нехороший человек, вот он пришел, это все ни о чем, это какие-то поверхностные какие-то разговоры. То есть мы, деколониальные активисты, мы копаем настолько
копаем опять настолько глубоко и смотрим на эту проблему шире. То есть весь мир и западный мир тоже должны это понять вместе с нами, они должны нас поддержать в этом стремлении, да, понять вообще вот корень вот этого всего. Поэтому, конечно, война в Украине – это очередной, просто мы сейчас живем в век технологий, когда все это видно, когда все это а, то, чего не могли показать мы 400 лет назад, наши народы, допустим, да. Да, ну, немножечко все это грустно, конечно, и поэтому у меня такой вопрос, все-таки людям нужна надежда какая-то. Какой вы видите свою республику в будущем, даже вот без оглядки вот на данную ситуацию, какой она должна быть? Вот в вашем представлении, может, какую-то позитивную картину мы немножечко обрисуем для наших республик? Я регулярно теперь мечтаю о хорошем в контексте своей республики. Мне действительно кажется, что это очень важно, потому что нужно предлагать образ будущего, нужно пытаться его сконструировать хотя бы в своей голове, пытаться визуализировать, чтобы понимать, к чему мы вообще движемся, чего мы хотим в конечном итоге. Вот, я прекрасную этого будущего вижу развитой, то есть развитой в плане инфраструктуры в первую очередь, потому что действительно это очень сильно, вот так, ладно, нет, я буду только на хорошем сконцентрироваться, развитой в плане того, что у нас наконец-то есть нормальное освещение в городах, и наконец-то есть возможность у людей, не знаю, там подключить интернет, да, например, в селах элементарно, провести воду, счетчик, канализацию и все остальное. То есть жить в каких-то нормальных, обычных человеческих условиях. Дальше это гораздо более осознанное отношение к природе, и это на самом деле как бы, ну, в нашем контексте это вот коренное тувинское отношение к природе, которым никто не загрязняет Енисей, наши реки, наши тундры, наши леса, вот, то есть это ресурсы природные, которыми мы распоряжаемся сами, народно, решая там какую, например, горную инфраструктуру развивать, промышленную, да, как распоряжаться всеми этими редкоземельными металлами, что мы с ними делаем, кто работает на этих заводах, какие компании там мы впускаем в производство в нашу республику. Потому что сейчас, например, часть земель, она отдана китайским компаниям, у которых катастрофический рейтинг в плане экологии. То есть они ужасным образом разрушают экологическую систему республики, потому что там огромные все эти выбросы. В общем, ну, это правда очень страшный от них эффект на природе. Вот. Далее, это республика, в которой тувинский язык, значит, является основным, и он обязательный для изучения везде. Всячески поддерживаются национальные какие-то инициативы, то есть это, например, стилизация одежды, да, это производство мультиков на тувинском языке, перевод контента на тувинский язык, тувинские субтитры к фильмам, вот, ТикТок на тувинском языке, что еще? Это различные языковые инициативы, то есть это целые программы по изучению тувинского языка, например, в таком более развлекательном ключе, может быть. Преподавание английского на тувинском языке, более системное такое. Что еще? Это программы обмена с различными странами и республиками. То есть, например, дети в лагерях, точнее, дети летом там, на 2 недели уезжают там, в Бурятию или в Республику Саха, посмотреть, как живут другие люди, как живут другие вот наши азиаты, в Монголию. Ну, я знаю, что такие лагеря уже есть, но все равно, да, там, в Казахстан, в Кыргызстан, еще куда-то, потому что очень важно видеть, как живут люди другие, фактически, можно сказать, в соседних регионах, то есть вот рядом с тобой, вот каким может быть быт, культура, насколько мы похожи, насколько сильно мы различаемся, то есть это тоже прививает уважение, много всего такого. Вот. Далее это огромное количество программ, которые поддерживают тех людей, которые хотят что-то делать в республике. Открывать там общепит, строить, что какие-то, может быть, заводы, но опять-таки с очень четкой и сильной экологической повесткой. Вот, мне кажется, экология – это вообще то, что нас всех объединяет, потому что мы, вот коренные народы, мы реально думаем о своей земле, о том, как она живет, что с ней будет дальше, потому что мы всегда как бы исторически были настолько тесно связаны с землей, она нам дает все, и мы должны постоянно как бы о ней думать, как мы на нее влияем. Вот, что еще? Это
конечно же, демократические выборы, когда мы нормальные, свободные выборы, я бы сказала, политизация общества, то есть когда люди, когда это нормально в среде говорить про политику, кого ты поддерживаешь, какую программу ты, чья программа тебе кажется наиболее там адекватной, я не знаю, подростки, которые участвуют, которые работают наблюдателями на выборах, вообще вот мне кажется, что политизация, то есть такая политическая ответственность, гражданская осознанность, она должна быть тоже очень развитой. Это те же молодые люди, участвующие в каких-то независимых СМИ. Вот, может быть, будут независимые СМИ, которые отдельно спонсируются вот налогами, чтобы эти СМИ не были финансированы государством, чтобы всегда была какая-то независимая медиа-освещение, которое бы давало людям правду. Потому что, понятное дело, всегда будут какие-то... Никогда политика не будет идеальной, вот, но всегда нужно, чтобы был ресурс, который рассказывает людям правду. Вот. И в школах обязательно должно быть сексуальное просвещение, обязательно должна быть финансовая грамотность, политическое просвещение, то есть политическая осознанность. И, мне кажется, очень важно должен быть да, урок, посвященный вот именно экологии и что мы можем сделать, чтобы нам на нашей земле жилось как можно дольше комфортно, чтобы земля от этого тоже не страдала. Вот все. Очень классная картинка нарисовалась. Анхая, спасибо. Ну, я тоже думаю, что нужно возрождать коренное знание о земле, об экологии, уважительное отношение к природе. Это все живо, просто это нужно выводить на такой публичный уровень и нормализировать. И, конечно, самое главное — это образование, чтобы люди были образовательные, политические, всякие там институции, которые занимались бы политическим образованием, историческим, культурным образованием. Вот. И еще я бы хотела, чтобы все жители Бурятии, вот все, кто живет в Бурятии, все, кто считает Бурятию своей родиной, вне зависимости от национальности, именно видели ее как свою родину и вместе, все вместе делали, чтобы Бурятии было жить. В принципе, у всех у наших республик есть все основания, все условия, чтобы жить прекрасно в мире, чтобы... И еще я бы хотела, чтобы вот эта вся российская пропаганда, видение вокруг там врагов везде, чтобы это тоже ушло, потому что на самом деле, ну, враг в России, это вот он сидит в самой стране. Поэтому, ну, как бы открытость миру и взаимодействие на здоровое такое с миром — это вот чего я бы желала, чтобы люди перестали видеть вокруг врагов. И да. Спасибо, очень круто, очень круто. Я бы вот еще добавила насчет образования, да. Очень важно детей, ну, вообще реформа, да, системы образования, дошкольного, школьного образования. Вообще с детства учить детей, что самое главное, самое ценное — это жизнь, да, жизнь человека, каждого человека, каждого. То есть как бы прививать в детях эмпатию, да, то есть посвятить прямо вот, действительно посадить людей, которые бы вообще все переписали, все учебники, там, все вот предметы, да, количество часов. То есть детям нужно прививать вот именно любовь, человечность, любовь к ближнему, да, эмпатию, сочувствие. Людям плохо. То есть вот живя в Австралии, я вижу, что и работая воспитателем, да, в детском саду, чему мы учим детей. То есть по большому счету здесь там какие-то вот знания, именно знания там, каких-то отдельных предметов, это не столь важно, сколь то, что каким вырастет человек, готов ли он помогать другому человеку. И когда человек воспитывается вот в такой среде, конечно, он начинает ценить себя и начинает ценить другого человека. Поэтому понятие «война» вообще не входит вот в эту картину мира, потому что как ты можешь лишить какого-то человека жизни, так же, как и ценишь свою собственную жизнь. Это и есть вот это вот достоинство, да, воспитания в человеке. Вот вообще российское образование, конечно, там нужно вообще все это менять, потому что оно совершенно не
настроена, не настроена вот на воспитание в людях вот таких вот этих вот каких-то качеств. Все это идет в семье, а семьи бывают разные. Поэтому да, вот это очень-очень важно, потому что дети, как бы это ни банально ни звучало, дети – это наше будущее, это люди, которые, маленькие люди, которые будут в будущем, будут строить жить в наших республиках. Да, Сергей, можно я тут добавлю, да. что с точки вот в плане образования российского, мне кажется, становится только хуже и хуже, да, вот эта постоянная милитаризация, вот это вот, не знаю, ты вырастешь, станешь солдатом, ты вырастешь и там, не знаю, там умрешь за родину, это вообще какой-то ужас в плане того, что сейчас прививается на этих уроках о важном, да, когда рассказывается про то, что, короче, там рисуют танки, то есть такая очень жесткая милитаризация, то есть детей с детства приучают к какой-то вот агрессии, к войне, да, к тому, что если что, можно убить другого человека, что какие-то абстрактные там, что вот там, не знаю, земля, она важнее людей, на самом деле нет, это действительно важнее людей ничего нет. Вот, и это правда просто ужас в плане того, что я постоянно наблюдаю там, не знаю, что происходит с моими племянниками, которые в Туве, да, что им преподают, что им рассказывают, и волосы от этого, конечно, дыбом на голове, от того, к чему это все идет, и что все это становится только хуже и хуже, как будто реально тонущий корабль просто все с собой сжигает и уничтожает, и в том числе вот детей. Сесек, добавить что-нибудь? Да, я хотела сказать, что вот со своей иллюстраторской точки зрения я желаю, чтобы, прям мечтаю, чтобы появилось больше таких творческих, деколониальных творческих людей, которые бы а, именно вот с деколониальной, с этническим взглядом на нашу культуру, чтобы это было не только в политическом смысле, а вот именно в материальном смысле, чтобы у нас было больше книг для детей, которые рассказывают такие вещи, которые воспитывают в людях, вот как ты говоришь, человечность, да, чтобы уважение к себе, уважение к своей культуре, вот. И чтобы это в культурном смысле тоже где-то нашло отражение, чтобы были фильмы, песни, книги, мультфильмы и так далее. Вот. Да. Наше общество, конечно, в этом плане очень сильно отстает. Мы привыкли говорить, что Россия самая-самая-самая большая, самая богатая, самая-самая. Но на самом деле, если так взять человеческий ресурс, действительно, образование, то мы, конечно, там где-то болтаемся очень-очень, да, в конце. Но, тем не менее, вот на этой такой позитивной ноте я хотела бы вас поблагодарить. Очень классно. Вообще нам нужно больше говорить, наверное, да, о какой-то вот такой позитивной картине будущего, да, потому что сложно находиться, особенно людям, которые живут сейчас в России, сохранить себя, сохранить свое как бы сознание, да, вот в этом трезвом таком состоянии. Поэтому я думаю, что это наш не последний разговор на эту тему. Мы с вами будем еще встречаться. Спасибо вам большое, что согласились сегодня поговорить. У нас состоялся очень интересный разговор. И до встречи в эфире. Спасибо, Спасибо большое, Саргилана, что нас позвала. за такие вопросы, за такую тему. Очень было приятно пообщаться. Спасибо.